привет! С вами я, Евгений Маноенков, и, конечно же, с вами замечательная артистка Ника Ванг. Сейчас идем к замку. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ника Ван, самая эпатажная и креативная ведущая. И сегодня специально для канала Клуб путешественников мы находимся на территории самого красивого замка под названием Несвижский, замка рода князей Радзивилловых. Первое упоминание о Несвиже имеется в летописях XIII века, когда в битве на Калке погиб местный князь. А археологи убеждены, что каменный замок и поселения вокруг него появились не раньше конца XVI века. Первый деревянный замок, размещавшийся на территории современного Старого парка во второй половине XVI века, был перестроен Николаем Радзивиллой-сироткой в каменный замок. Николай был необыкновенным человеком, много путешествовал по Европе, ходил в Египет и Иерусалим, получил хорошее образование, имел широкие европейские взгляды, освобождал крепостных крестьян. Он и начал перестраивать свое родовое гнездо, пригласив для этого знаменитого архитектора Бернардони из Италии. Он спроектировал каменный замок с фортификациями и построил в Несвиже фарный костел. Замок был возведен как средневековая крепость. Огромные земляные валы, глубокие рвы, толстые крепостные стены и сторожевые башни, бастионы и уникальное подземелье с запутанными ходами. Роду Радзивилловых жизненно было необходима надежная защита от многочисленных врагов. Поэтому замок представлял собой крепость, за стенами которой можно было укрыться от самого мощного оружия того времени. Откуда название Несвиж? Об этом есть несколько легенд. Первая говорит, что в старину в этих местах охотился князь со своей дружиной. Они добыли много дичи, но один медведь, подстреленный самим князем, ушел. Княжеские слуги искали потерянного медведя несколько дней, но когда нашли, он был уже мертв и плохо пахнул, был Несвиж. Так и произошло название этого места, не слишком реалистичный вариант. Вторая легенда говорит, что на этом месте раньше стояла огромная гора. Вокруг нее ничего было не свидеть. Потом начались сильные дожди, которые размыли гору на 7 холмов, а к ним ветром пригнало первых поселенцев. Похоже на Ветхий Завет. Несвиж был родовым гнездом князей Радзивиллов, а этот род считался самым могущественным, богатым и влиятельным после королей в Великом княжестве Литовском. Ему был присвоен княжеский титул, высший для дворян в те времена. Род Радзивиллов дал миру немало уникальных сильных личностей. Об их подвигах по сей день ходят легенды. Много уникального и удивительного о семействе Радзивилловых можно узнать в музее Несвижа.
сейчас посмотрели первый этаж, идем на второй этаж. Российская империя, Московская фабрика Григория Кириякова, 19 век. Шелк, ткачество. В описании XVII века помещение названо столовой избой. В 1730-е годы, когда проходили масштабные восстановительные работы, зал был реконструирован. Его высота увеличилась более чем на метр. Стены были покрыты сусальным золотом, от чего и пошло новое название. В середине XVII века комнаты были частью жилых и парадных апартаментов княгини с довольно скромным интерьером. Изразцовая печь, деревянный стол, стул позже использовались как парадные залы. Стены были частично покрыты золотом, украшены картинами и гобеленами. В описании XIX века, когда дворец переживал упадок, фиксируется гнилой паркет, поврежденные камины и другие разрушения. К концу того же века комнаты были частично отремонтированы, но практически не использовались.
коллекции охотничьих трофеев. Упоминается в описаниях первой половины XVIII века как коридор из дворца в корпус арсенала. Позже он был расширен и превратился в картинную галерею. В XIX веке зал был разделен на 6 жилых комнат. После здесь работали чиновники Главного управления Радзивилловских имений. Сегодня в воссозданном зале, кроме охотничьих трофеев, представлено оружие, фотоснимки и оригинальный бильярдный стол, сделанный для князя Радзивилла в 1896 году. Под открытым небом, а в 1748 году во дворце был оборудован специальный зал с подвижной сценой. В 1784 году в этом зале прошел бал с участием короля Станислава Понятовского, после чего он стал называться Королевским. В наши дни театральный зал служит для проведения торжественных мероприятий, а на коридоре представлены копии театральных машин, которые использовались в XVIII веке. коридор, который соединял комнаты княгини.
с так называемым круглым залом, который позже был включен в объем часовни. В середине XVIII века коридор был расширен до современного объема. Тогда же появились 3 комнаты, которые использовали в качестве детских. В конце XIX века в этих помещениях работала бухгалтерия Главного управления радзивилловских имений. Сегодня залы используются для демонстрации коллекции стекла, серебра и фарфора. Предназначался для встречи гостей, а в первой половине XX века использовался как комната отдыха. Сегодня в сенях представлены экспонаты, которые позволяют познакомиться с историей рода Радзивиллов. Это столица нашей Белоруссии, Киев. Но вот этот костел, за костелом коллегиум, 3 монастыря, здание магистрата, то построил Николай Кшиштоф-Сиротка, потому что они породнились с польским королем Степаном Батория. Радзивиллы, родная сестра Яна Бородатого Радзивилла стала бабушкой польского короля Степана Батория. И Степан, когда Николай Черный, отец Николая Кшиштофа-Сиротка, который родился у Яна Бородатого там, на территории парка там был дом, где Альпийская горка. А у Черного там родился Николай Кшиштоф по прозвищу Сиротка. И черный отец Сиротки до рождения еще сына получил звание князя от короля императора Римской империи, звание князя на Несвиже и на Улыце. Несвиж это была деревня, а Улыц это западная Украина, где Львов. А Черный был у короля императора дипломатом и канцлером. Его послал туда польский король Сигизмунд Август. По-литовски Жигимонт, по-польски Сигизмунд. И Черный сразу получает, есть грамота в замке, 1547 год. Он получил звание князя от короля императора. И он приехал сюда, стал закладывать в 1551 году, когда приехал от короля императора Римской империи, валы вокруг вала Робь, начал строить деревянное строение замка. Москва сюда делала вылазки с России. Они не сдавались, не хотели, чтобы Москва участвовала. И вот Радзивилловский начался великого князя Литовского Гедемина. Но Черный
была борьба за власть, был 50 лет отравленный. Перед Черным был отравлен Ян Бородатый, его отец, 48 лет. А потом была Сфорца, двоюродную сестру Николая Черного, Барбару Радзивилл, подливала ей зелье, чтобы она не родила литовца, и власть не перешла к Литве. Папа Римский разрешил ему строить этот костел, и под костелом хорониться. Но Сиротка уехал, когда приехал от Папы Римского, уже католиком, и поехал учиться в германские университеты, чтобы знать, как строить этот храм, изучать строительство. Потом он приехал, учился во многих университетах, а с польским королем уже Степаном Батория, значит, старый король Жигемонт умирает, молодой в трауре, потому что Барбара отравила Бона Сфорца, а власть переходит Степану Батория. На Литве родился сначала князь Степан Батория, а когда родился у этого Степана Батория князя сын, он стал польским королем. Степаном Батория и Радзивилл уже с ним породнились. Родная сестра Яна Бородатого, Радзивилла, которому дом тут достался приданный, на Литве стала бабушкой польского короля Степана Батория. И Степан Батория пригласил Сиротку в 1579 году воевать против Москвы, потому что Москва делала вылазки, когда Черный строил деревянное строение замка. И вместе с королем Николай Кшиштоф Сиротка с Степаном Батория захватили вот это очень важное. В 1579 году Полоцк, потом Великие Луки по порядку, а потом под Псковом в 1581 году Николай Кшиштоф Радзивилл по прозвищу Сиротка спасает жизнь польскому королю Степану Батория. Он получает осколочное или пулевое ранение в голову. Если бы он ранение не получил, то получил бы ранение или был убит Степан Батория. Степан Батория, они родственники, сказал, что он наградит всем, чем только может Сиротку. И вы увидите на замке золотыми цифрами написано 1583 год. Сиротка закладывает каменный замок французскими архитекторами с окружением польского короля Степана Батория, потому что Степан Батория сказал, за спасение ему жизни надо строить каменный замок по европейскому типу, и дает своих французских архитекторов. Первые камни закладываются французскими архитекторами и дальше будут строиться, но они освящаются епископом Альбрехтом Радзивиллом, поняли? А в 1586 году, как и обещал Степан Батория, трансильванец, польский король, дает городу Магдебургское право после Бреста и Вильнюса. Сиротка еще должен строить город, это еще деревня. Это вся территория настоящей Белоруссии, бывшая западная и восточная. Антонин дворец под Берлином, Белая Подляска под Белостоком, Мирский замок Снов и Западная Украина Львов. Это 3 ординации. Несве, Шиклецк это близко, а все остальное это Алыкская ординация. И таких ординатов было 17, от отца к старшему сыну. Дорогие друзья, с вами была ведущая Ника Ван и канал Клуб путешественников. Подписывайтесь, ставьте лайки, потому что в следующих новых видео вы увидите еще много чего интересного и познавательного.